Сурав Чехелидзе, капитан грузинской армии. Мамука, один из наших бойцов. И также я могу познакомить вас с другими ребятами. В Национальном грузинском легионе сегодня несколько десятков военных, а начиналось все с 10 человек, вспоминает командир подразделения Мамука Мамулашвили. Сами они говорят, что воюют с российскими силовиками. Это их персональные противники. В Украине до февраля этого года грузины воевали подпольно. Отбор у нас очень тщательный. Мы выбираем людей, которые прошли Абхазскую войну, которые участвовали в миротворческих миссиях в Афганистане, в Ираке и так далее. Проблемы в основном были с получением оружия, но у нас было довольно большое количество оружия, отобранных у донецких сепаратистов. И в течение всей войны мы им пользовались очень хорошо. Потом мы сдали это оружие. Иностранцы воюют в тех же условиях, что и украинцы. Командир показывает свой глиняный дом-блиндаж. В принципе, обустраиваться никак не трудно, так как мы уже привыкли в полевых условиях жить. Мы здесь уже 2 года, можно сказать. Так что, в принципе, для нас это нормально. И, в принципе, все соответствующее войне. У грузинов есть и своя кухня. На шашлык по праздникам к ним приходят и украинские военные с соседних позиций. Угощайтесь, ребята. Грузинская кухня это специи. А эти специи вот... Не, у нас есть вот аджика, зеленая аджика, грузинский. Если не сели, все. Вот. Можете понюхать. Продукты грузинским военным часто привозят и волонтеры. Благодаря волонтерам, я думаю, не только мы, а выживает пол-армии Украины, как ни странно, потому что я думаю, все-таки это должны делать официальные власти. Бойцы батальона занимаются разведкой в тылу противника. Ни на один шаг, я повторяю, после мирных договоренностей они не смогли продвинуть линию фронта. На пасхальные и майские праздники всем военным была дана команда полностью прекратить огонь. Даже в случае выстрелов с той стороны нужно себя сдерживать. На Пасху грузины помянули своих побратимов. За 2 года войны погибло 2 из их легиона. Если взять по масштабам, для нас это были большие потери. Потому что группа была небольшая, но потери, конечно же, были. На войне без этого не бывает. Стоять на украинском фронте грузинские военные будут до конца войны.